Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что случится со дня на день? Смотреть я буду на ближайшие 3-4 дня. Если тема интересна, присоединяйтесь. Посмотрите, пожалуйста, на песочек. Назовите свое имя, загадайте на себя, так и спросите, что случится со дня на день. И давайте посмотрим. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы выводят моими руками, пусть откроют, что сейчас скрыто, и помощь. Слушайте, знаете. Так, дорог очень много у вас со дня на день. Ходить будете, мосты наводить будете, очень много мостов. Дороги, мосты, дороги, мосты. Дел не в проворот, одним словом. Причем это касается не только вашей деловой жизни, но и личных взаимоотношений, отношений с вашими близкими, соседями, знакомыми. Но придется, конечно, и походить, и подоговариваться. Здесь период каких-то невероятных решений через компромиссы. Вот да. Если вы человек несговорчивый, если вы человек, который привык по жизни добиваться всего и сразу, вам, конечно, придется нелегко. Потому что здесь, как через компромисс, другого пути не будет. То есть мост — это и есть компромисс между двумя людьми. Поэтому, мои хорошие, много ходить, много говорить и, конечно же, стараться сохранить позитив, потому что в негативном аспекте компромиссы не создаются. Люди не идут на договор, а люди, наоборот, расходятся в разные стороны. Давайте по порядку. У меня здесь выходит встреча очень хорошая, теплая, добрая. Кто встречается, общается, очень интересное свидание. Свидание, которое очень многое решит. Здесь либо будет принято решение, что мы встречаемся, мы вместе, либо будет принято решение, что мы, например, вместе съезжаемся, живем. Предложения пока нет, но это как предпредложение. Мужчина будет пробивать, насколько интересен, насколько вы готовы, насколько это вообще в принципе возможно. Если вы уже в паре, в браке, то с вашим мужчиной вы вместе примете какое-то действительно глобальное решение для вашей жизни, для вашей судьбы и для вашего будущего, вашей семьи, вашего совместного, я имею в виду, будущего. Может быть, кстати, отыграется как решение купить что-то дорогое, ценное. Может быть, вы действительно будете вы присматриваете себе новое жилье, и наконец-таки решение созреет, причем оно будет абсолютно обоюдное. То есть здесь даже компромиссов не надо. То есть вы одинаково думаете, вы одинаково все считаете, просчитываете, и вместе принимаете такое решение. У кого-то, кстати, решение будет касаться детей ваших, куда идти, где учиться, чем заниматься, либо что делать с ребенком, который шалит. Идет единение. То есть вы одна голова на двоих. Это замечательно. Так, еще. Здесь у женщин какая-то идет интересная покупка, либо примерка. Что-то интересненькое увидите. Это, скорее всего, касается одежды. Одежда либо вам будут предлагать, либо вы что-то увидите, вы прям загоритесь этой мыслью, этой идеей. Причем надо сразу сказать, что вещь это ваша, вам очень идет. Если будут сомнения, брать, не брать, конечно же, берите. Для вас это как праздник сердца. Вы давно себя не баловали, и пожалуйста. Будет возможность, обязательно купите. Если вы не купите, вы все равно потом вернетесь, но этой вещи уже может и не быть в наличии. Поэтому, мои хорошие, глаз загорелся, померили, хорошо все село, берите, обязательно берите. Потому что здесь у вас идет именно радость от самосозерцания. Как я выгляжу, какая красивая. Тут наряд идет, какой красивый на мне наряд. Так, колеса у вас выходят, колеса.
Но колеса обычно означают у нас либо удачу, но в данном случае удача может быть такая мелкая, но все равно приятно. Да, в чем-то повезет, в чем-то, знаете, как подфартит. Это нормально. И также колеса могут означать либо вот путешествие на автомобиле, да, поездку на автомобиле, либо вот в помощь вам придет автомобиль. То есть, может быть, кто-то вас отвезет, подвезет. Может быть, вы там, благодаря тому, что умеете водить, да, вот что-то решите. То есть у вас удача от колеса идет. Но мелкая. Сразу предупредила вас, чтобы вы там потом не думали. Так, еще важно. Разговор очень интересный, скорее всего, с подругой. Подруга, подруги. Здесь женщины собираются и что-то очень важное обсуждают. Скорее всего, даже разговор будет о принятии каких-то мер. Потому что здесь разговор касается меча. Возможно, есть какие-то неприятности, возможно, есть какие-то недоброжелатели, да, и к вам на помощь придет ваша подруга, либо ваши подруги, и вы вместе будете решать, что с этим делать, как справиться с той или иной ситуацией. То есть вам будет оказана помощь. Помощь от женщин, которые к вам очень хорошо относятся. То есть вы можете рассчитывать, и понимать, что помощь будет. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня вот такой выходит рог. Но рог подпиленный идет, либо поломанный. Рога обычно это каким-то острым моментом неприятным, моментом агрессии. Вот агрессия в сторону может быть вас, либо на ваших глазах. Либо вы ее остановите, да, либо кто-то поможет вам остановить. То есть у человека может быть планы там, прийти, поругаться, там, права свои покачать, но не получится. Рог этот агрессивный, он ломается. Дальше, мои хорошие. Скорее всего, это касается работы. На работе денежка, во-первых, придет. А во-вторых, на работе могут быть озвучены какие-то новые планы, новые стратегии. Либо вам будут предлагать какие-то новые позиции. Да? То есть вот это не продвижение, не повышение, но что-то с этим связано. То есть как-то вот прям интересно, у вас желание появится себя проявить, показать, работать. Вот удовольствие именно идет на работу, вы ходите с надеждой и удовольствием. Крайне редко такие желания появляются, но тем не менее. Кстати, может отыграться как и новая работа. Возможно, вы выйдете на новую работу, либо на новую должность. А вам все будет интересно, вы будете действительно получать моральное удовлетворение от того, чем занимаетесь. У других это отыграется как занятие спортом. Может быть, запишитесь в спортклуб, может быть, пойдете в фитнес-салон. То есть вы начинаете что-то делать. Вот работает ваше тело, вы чувствуете эту приятную усталость, понимаете, что вы делаете это для своего здоровья. И удовольствие, одно сплошное удовольствие. Даже если потом что-то будет болеть, все равно вы себя чувствуете вот прямо бодрячком. Так. Мужчина будет удивлять какими-то результатами, скорее всего, на работе, либо если он взялся что-то делать, у него начнет получаться, это будет красиво, это будет классно. Не забудьте похвалить. В любом случае хвалите, не перехваливайте, а хвалите своего мужчину, который действительно старается. Это может быть как и муж, так и сын, между прочим, да, вот обращайте внимание. Так. Дело, связанное с государственными учреждениями. Вы будете туда идти с поникшей головой, а возвращаться вот припрыжку. То есть дело ваше либо наконец-таки решится, либо что-то вам будет одобрено, подписано, вот что-то получится. Интересно. Почему-то вот вы боитесь туда идти, либо, знаете, как обреченный человек идет, думает: боже, опять начнут там мне мозги полоскать, ничего не сделаю, времени потеряю. Пойдете, а вам все сделают, все будет замечательно. Так. Здесь какой-то мужчина будет к вам проявлять интерес. Мужчина не молодой. Знаете, он будет пытаться вам предложить либо помощь, либо быть вам полезным. Вот именно желание проявиться через помощь,
То есть я не просто там мужчина в возрасте, а я мужчина хоть куда. Могу там и помочь, и так могу, и сяк могу. В общем, интересно будет вам за ним наблюдать. Скорее всего, вы откажетесь, хотя зря. Иногда надо дать человеку шанс себя проявить. Ведь люди делают это не за награду, а просто вот желание показать, что я могу, либо я там хочу и могу. А если столкнетесь с такой ситуацией, позвольте этому человеку что-то сделать для вас. Поблагодарите, все, вы пойдете своей дорогой, человек пойдет своей дорогой. Девушки, которые работают, и начальник у них такой прям мужчина постарше и женатый, скорее всего, очень такого, знаете, темперамент у него такой агрессивно императорский. То есть он очень высокого мнения о себе. Скорее всего, когда разговаривает, любит матерные слова вставлять. Все у него там какие-то недоделанные. Один он звезда балета. Вот этот начальник может, девочки, проявлять к вам интерес. Причем вот именно столкнетесь с тем, что да, но тут не предлагать, скорее всего, будет, скорее намекать вот на близость, на то, чтобы там куда-нибудь там сходить, вместе съездить. Вот если хотели, ждали, пожалуйста. Если не хотели, не ждали, то здесь нужно будет четко мужчине заявить свою позицию, свое видение и как бы на этом разойтись. То есть флиртовать просто так не стоит. Потому что у человека явно планка немножечко там где-то гуляет, да, голова в одном месте, здравый смысл в другом месте, может быть, там звездную болезнь какую-то схватил, ну, что-то там происходит. Здесь, кстати, еще вижу, что мужчина какой-то будет очень много обещать женщине. Очень-очень много наобещает, но в очередной раз поступит, как поступал и раньше. Так что, если столкнетесь, просто изначально, да, не доверяйте, либо понимайте, что это все пустые разговоры, лишь бы добиться какой-то своей цели, либо вас на что-то уговорить. Вот. Там может клясться чуть ли не мамой, при этом сделает так, как делал обычно. Так, еще что-то будете очень долго искать. Какую-то вещь, какой-то предмет. Будут мысли разные. Там потеряла, украли, либо еще что-то, да, кто-то взял, у меня забрал. А я вам скажу, то, что вы будете искать, вот такое впечатление, что это что-то небольшое, и вы уже там искали, но вы там не нашли, а вещь там и осталась. Либо где-то за что-то зацепилась, либо, как сказать, прилипла к чему-то. Но я не могу, это либо ящичек какой-то, либо сумочка. Вот, может быть, там за подкладку, либо там где-то какой-то вещи приклеилась. Еще раз поищите. Это именно ваша вещь. В вашей вещи находится то, что вы ищете. Вот, потому что здесь прям у кого-то чуть ли не до слез, да, вот потеряла вещь. Но это что-то мелкое, это похоже либо на брелок от ключей, может быть, сами ключи. Может быть, что-то с украшением, да, связано, украшение какое-нибудь. Пересмотрите дважды. Вот прям тщательно пересмотрите дважды по второму кругу то, что вы уже искали. Ну, там, где вы уже искали, и вы обязательно найдете. Это для тех, кто будет искать. Так, здесь покупка у меня еще интересная идет. Покупка. Покупка может быть даже не для вас, для кого-то. Может быть, вы будете что-то искать там, для своих близких, да, там вас попросили купить, либо у кого-то юбилей, день рождения, вы бы хотели какой-то хороший подарок сделать. И вот как будто бы ищете, да, и вам сложно, и найти ничего путнего не можете, и вроде как деньги дарить неудобно, а вещь какую-то стоящую тоже вот как-то сложно найти. Знаете, вам не по магазинам нужно ходить, а скорее всего в интернете поискать. Потому что вы найдете именно смотря вот в зеркало. Это может быть экран телефона, либо монитора компьютера. В интернете поищите. Вот в интернете 100% найдете. Чтобы вы не переживали, не теряли уйму времени, сил. Ну, конечно, вот ходить по магазинам. Вы в интернете найдете. Причем найдете мало того, что то, что искали, так еще и цена будет очень такая, знаете, привлекательная. Так. Здесь у кого-то прям признание в чувствах, в эмоциях пойдет.
Все похоже на шутку, но на самом деле человек не шутит. Может быть, с этим человеком вы в интернете общаетесь. Может, знаете, какое-то случайное там знакомство в интернете, и тут же он там на второй день там люблю, не могу, там погибаю, хочу быть там вечно с тобой, выходи за меня замуж. Ну и как бы понеслось-поехало. Я вам скажу, этот человек, он будет говорить правду. Вот да, у него будет вот именно такое состояние, вот прям чуть ли не помешательство, какая-то высшая степень влюбленности, которая просто палит мозг. И почему так среагирует на вас? То ли вы ему приснитесь, то ли что-то, вот знаете, может быть, раньше вы ему снились, какой-то образ знакомый, и вот его прям понесет. Ну, готовьтесь, будет штурмовать вас, там, закидывать сообщениями любовного характера и, ну, всякими такими мелочами, да. Будет немножечко беспокойно, но, тем не менее, приятно, мои хорошие. Конечно, кому неприятно, знать, что человек там шлет постоянно всякие там сердечки, признания, какая-то замечательная. Если вы не свободны, вот здесь такой восклицательный знак, да, осторожно, берегись. Вот, чтобы неприятностей не нажить, вы тогда либо почищайте, либо просто не общайтесь. Так, у кого-то будет поход, я не могу понять, вот то ли это косметолог, то ли это стоматолог. То есть у вас зона проблематичная, вот голова. Да, голова. Может быть, но нет, стилист, скорее всего, нет. Косметолог либо стоматолог. Вы будете идти, обращаться, переживать почему-то будете, но переживать вам не стоит. То есть вам человечек, который будет оказывать услугу, попадется профессиональный. Даже, кстати, возможно, по деньгам вы выиграете, меньше с вас возьмут, чем вы, например, изначально рассчитывали. То есть интересно. Так, ну и напоследок хочу дать вам совет. Совет этот заключается в том, что вам, мои хорошие, нужно в первую очередь доверять себе, своим знаниям, своему опыту и своей интуиции. Возможно, будут такие моменты, когда вам захочется попросить помощи, у кого-то что-то спросить, как-то, знаете, заручиться, возможно, чьей-то поддержкой. И, может быть, не у тех будете просить. Может быть, не у ведающих людей попросите, спросите, а может быть у людей, которые трусы, которые побоятся высказать свое мнение. А лучше не надо, чтобы не расстраиваться, чтобы не переживать, чтобы не совершать ошибок. Верьте в себя, доверяйте своей интуиции и своему здравому смыслу, и все у вас будет замечательно. Контролируйте свои эмоции, ведь спокойное сердце, умиротворенная душа способна на волшебство. Вот наводить эти мосты, создавать связи, контакты. Этим вы будете заниматься. И заниматься будете очень успешно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.